Первые идеи о необходимости создания собственной газеты зазвучали в 1922 году после создания в Танутуве русской колонии. Согласно переписи, проведенной в то время, здесь проживало около 11,5 тысяч русских поселенцев. 23 февраля того же года Райбюро в срочном порядке утвердило редколлегию для рассмотрения большого числа поступивших с мест литературных материалов. 3 июля на заседании Райбюро Российской коммунистической партии большевиков приняли решение об издательстве местной газеты, которая называлась «Красный пахарь». За время пребывания комиссии Центральный исполнительный комитет СССР в Уренхае были выпущены первые 2 номера газеты. Первое издание вышло 24 июля 1924 года тиражом в 750 экземпляров. Это был небольшой печатный листок объемом в 2 странички. Выход «Красного пахаря» горячо приветствовали советские газеты. Его информационное поле было достаточно разнообразно по тематике. С 1942 года газета – орган Центрального комитета Кызылского горкома Тувинской народно-революционной партии Малого Хурала Тувинской Народной Республики и выходит под названием «Тувинская правда». Она стала первым печатным органом за сояние. Газета называла фамилии аратов, сдающих скот в помощь фронту, широко рассказывала о боевых действиях тувинских добровольцев, размещала письма бойцов с фронта, рассказывающие о мужестве и героизме воинов из Тувы. Да и в самой газете в разные годы и на разных должностях трудились фронтовики: Александр Воронцов, Юрий Курский, Анастасия Пахомова, Мария Беленкова, Нина Релина. Всеволод Филиппов, корреспонденты Павел Блинов, Петр Гриценко и зав. Отделом промышленности Иван Курченко, фотокорреспондент Андрей Белогорский. В Тувинке. Так газету ласково прозвали в народе. Оттачивали свое мастерство, набирались опыта многие журналисты, которые успели за десятилетия своей работы заслужить любовь тувинского читателя. Имена Виктора Куликова, Александра Петрова, Анны Тока, Александра Русского встречали в центральной прессе. Много лет отдали любимой газете Всеволод Филиппов, Тимофей Сермавкин, Николай Курбацкий, Олег Гаврилов, Варвара Межева, Федор Спиридонов, Александра Богданова, Степанида Маслова и Ольга Русская. В их числе оказался и Василий Кривдик, чья супруга до сих пор служит в этом печатном издании. Он поделился с нами своими воспоминаниями о любимой газете. В 1968-м я работал здесь, а в 1979-м я приехал по направлению в Тувинскую правду. Здание Тувинской правды находилось раньше в доме правительства ТНР, улица Ленина, 17. Это через дорогу напротив МВД. Тувинской ССР. Вот. Деревянное двухэтажное здание. Вот. Но мне она нравилась. Крутая лестница была на 2-й этаж. Я сначала на 2-м этаже работал в отделе партийной жизни, а потом спустились. Потом мы переехали, здесь построили дом печати. Прекрасно. И переехали сюда. Полностью 3-й этаж Дома печати был в распоряжении Тувинской правды. В те годы над газетой трудились около 30 сотрудников. Без выходных в любое время дня и ночи печатались новости со всех сфер жизни республики. Собирались истории о людях со всех уголков Тувы. С тех времен многое, что уже поменялось. Здесь сидел редактор отдела, это я. Вот там было мое кресло, здесь стоял стол. Здесь ряд стульев для авторов. Вот. Здесь стоял шкаф для одежды. Вот. И сюда люди приходили в основном. В то время корреспонденты газеты были по-настоящему любимчиками всех жителей Тувы. Регулярные командировки давали возможность читателям узнавать о событиях со всех районов республики. Новости вещали профессионалы своего дела. Это были самые лучшие годы жизни. Я объездил всю Туву. Было много очень талантливых журналистов. Всех это Тувинская правда воспитала и вырастила. Все эти 100 лет рука об руку вместе с газетой идет и наша типография, которая также 24 часа в сутки работает на благо читателя. Без ее печатных машин и усердных работников Тувинка не смогла бы дойти до прилавков. Когда я пришла сюда работать, тут работает 160 человек. Я работала в цехе наборный, назывался цех. Там был ручной и машинный набор. В цехе работали около 50 человек. Цех работал 2 смены.
Отдыхали один день, только воскресенье. Тувинскую правду мы печатали 5 дней. Тувинская правда выходила тиражом 30 тысяч. Чтобы о новостях читатели узнавали моментально, сотрудникам порой приходилось ночевать у себя на работе, чтобы с утра уже за чашечкой кофе любой житель региона смог узнать в числе первых о главных событиях дня. Вся работа полностью выполнялась вручную. Ранее газета имела размеры А2, что в разы больше по сравнению с нынешними выпусками. На данный момент с уменьшением тиража уменьшилось и число трудящихся в полиграфии. Всего их в штате 16. Но индивидуальный подход к каждому выпуску, несмотря на механизацию, остался прежним. После печати газета уже переходит в руки ответственных сотрудников Почты России. Почтовые отделения республики гордятся своим непосредственным участием в доставке газеты подписчикам по всему региону. Наша команда операторов и почтальонов обеспечивает надежную и качественную работу, чтобы читатели получали газету в нужное время. Наши почтальоны отвечают за своевременную доставку каждого экземпляра газеты. Клиенты уже привыкли, что, приходя на почту, можно будет приобрести актуальный выпуск газеты. Также, помимо продажи в отделении, почтальоны доставляют газету по подписке и на дому, прямо до порога читателя. В топ-3 читающих районов вошли Авюрский, Кызылский и Тандинский районы. Не отстают по числу подписчиков и Тоджинский район, которые рады узнать о главных событиях даже в самых отдаленных районах Тувы. Тувинскую правду у нас выписывают. Востребованная газета. В основном выписывают, конечно, пенсионеры. Примерно 30 абонентов у нас есть. Это только в Тарахеме. Также у нас есть еще подписчики на Тувинскую правду в село Ий. Село Ирбан, Сыстыхем выписывает Тувинскую правду. Библиотеки все выписывают. То есть люди, спрос есть. Для многих сел республики, которые позже городов были подключены к сети интернет, Тувинская правда так и осталась основным источником достоверной информации о происходящем в регионе. Хоть времена и меняются, но привычки остались все те же. Преданность любимой газете. Интернет, с одной стороны, тоже нам хорошо. И дети общаются, и узнают много интересного от интернета. Но мы все-таки жители коммунистических годов, нам интересно получить все через газеты. Данную фотографию театр юного зрителя решил сохранить на долгую память о концерте, посвященном 90-летию газеты. Театр и Тувинская правда с момента начала творческой деятельности Айланы Чадамба шли рука об руку. Корреспонденты, посещая все премьеры юных театралов, писали всегда только честные рецензии. В некоторых можно было даже найти и критику. Но именно за эту правду и уважает Тувинку бессменный руководитель театра юного зрителя Айлана Леонидовна. Газета «Тувинская правда», она у многих старшего поколения, они так и остался, наверное. Может быть, в привычку, а может быть, это так. Для меня, например, это источник. Источник, где я могу узнавать, что у нас в республике делается. И в тех государственных газетах не должно быть ни обмана, ни всяких фальсификаций. Там все печаталось четко, правдиво, потому что, кому-то что-то не нравилось, но что же делать? Это газета, это такой у нее образ. Тувинская правда – первое национальное периодическое издание, ставшее летописцем истории молодой Тувинской Народной Республики. Путь длиной 100 лет был непростым, но газета выстояла, преодолевая все испытания и невзгоды. Она стала голосом народа, трибуной для обсуждения важнейших вопросов государственного строительства, экономического и культурного развития региона. Сегодня над Тувинкой трудятся 8 человек, некоторые из которых творят пером уже не первый десяток лет. Когда-то газета выходила 6 раз в неделю, кроме понедельника. Наверное, уже неосуществимая мечта, чтобы она снова так выходила. Но, по крайней мере, хотелось такое пожелание, чтобы она была жива. Печатное СМИ, оно пока не умирает. И в ближайшее время, думаю, такое не произойдет. В век интернета мы, конечно же, следуем требованиям времени. У нас есть свой электронный сайт, страница ВКонтакте, где у нас, кстати говоря, очень много подписчиков.
Мы дублируем материалы, которые выходят в газете, чтобы еще больше людей со всей республики, страны прочитали наши новости. Прежде чем Тувинка попадет в руки к своему читателю, десятки людей трудятся над ней практически без выходных. Все начинается с получения задания корреспондентами. Далее необходимо организовать интервью. После пишется текст, который проверяется главным редактором и отдается на проверку корректору. Перед отправкой макета газеты в типографию также выполняется и верстка всех статей в электронном формате, чтобы каждый житель республики всегда был в курсе всех новостей. Я как человек еще советского воспитания вообще не представляю, как можно жить, не читая газету. Тем более вот свою газету родную на той территории, на которой ты живешь и что-то делаешь. Это и новости, это и интересные какие-то материалы. Вот у нас интересная страничка «Письма в газету», интересная страничка «Субботняя панорама», да, где ты видишь людей, имеешь возможность, почитав даже эту страничку, вспомнить и кого-то поздравить. Это, естественно, документы, допустим, страничка, да. Из газеты я узнаю, как изменились тарифы или какие указы, значит, приняты и каким указом кто награжден. Главное в «Тувинской правде» – это человек, про которого пишут, и человек, который о нем прочитает. Все эти 100 лет Тувинка рассказывает только правду обо всех событиях страны каждому жителю Тувы. С началом специальной военной операции на Украине в 22 году мы начали, можно сказать, новую эпоху. И вновь, как в 41-45-м, наши ребята громят недружественные силы, почти фашистские, и защищают нашу свободу и независимость. Каждый из них герой, и о нем надо написать. Конечно, замечательно, что у нас есть в Белгородчине, в прифронтовой полосе, такие друзья, как тетя Маша и дядя Ваня Обрезановы. С ними работаю, пишу, созваниваюсь. Это замечательные светлые люди. Вместе мы боремся, вместе мы сражаемся и вместе мы победим. Сегодня «Тувинская правда» – это одна из старейших и авторитетных изданий Республики Тыва. Ее история неразрывно связана с историей страны и республики, отражая все этапы их становления и развития. Этот документальный фильм – дань уважения и признательности всем, кто на протяжении 100 лет своим трудом, талантом и преданностью профессии создавал и создает летопись «Тувинской правды». «Тувинская правда» – это газета, которая уже почти 100 лет знакомит жителей республики с информацией, что происходит в нашем регионе и какие события творят историю. Всегда в дороге, вот, всегда с людьми. «Тувинская правда» – это газета для народа. А «Тувинская правда», это можно сказать, да, это моя кровь в сосудах. Я бы поздравила, конечно, прежде всего своих дорогих коллег с знаменательным таким событием 100 лет «Тувинской правде». И пожелала бы нам всем, конечно же, творчества, успехов в работе, конечно же, здоровья, чтобы в семьях было все хорошо, и чтобы мы встретили и еще один 100-летний юбилей. Всех искренне, от души, с этой круглой датой. Арлана Байду, Буян Мангуш, Владимир Суртук, Буян Ойюн, Самдам Иргит, телеканал Тува-24, 2024 год.